Друзья, всем большой привет! 25 июля. Мы опять покидаем наш родной берег. Нагрузились по полной, носовая часть загружена капитально, опять полтонны, опять напитки, еда. Вот, да, туда, наверное, ровненько все. Сегодня у нас один Роман, второй Роман на работе. Роман закрывает сезон. Да, планируем выехать на пару ночей, как получится. Если тару забьем за один день, то с одной ночевкой. В общем, не знаю, как получится. Едем на рыбалку. Рыбалка предусматривает собой и отдых, и расслабон. Ну а рыба так, это второстепенно. Без рыбы мы уже не сидим. Рыбу будем ловить. Ну и в то же время будем отдыхать. Поехали. Проплываем перекатик. Ух ты, ух ты, ух ты. Слишком близко. Слишком близко встали. Слишком близко встали. Проплыли перекатик. Блин, надо было чуть правее. Хотим попробовать закинуть пару раз бомбарду. Ловится, не ловится хариус. О, тут самое то, вот сейчас хариусу, блин, если он берет, но что-то походу не прыгает. Он не всегда берет. Бывает не прыгает, берет ветерок. Мне... Прыгнул. А? Он прыгнул. Где? Во-во-во. Ну. Бывает не прыгает, а берет. Да, лучше, чем прыгает, когда. Да. У тебя мушка, да? Две с бомбардой. Опа, вот он. Ух, нихуя крупный. О, смотри. Че, берем, да, на малосолку? Конечно. Понтоваться не будем, да? Конечно. Одного выдернули. Мало солочка, мы его сейчас прямо и скоро на первой же остановке солью посыпем, да это, да. Мне ВКонтакте... Блин. Якорь неохота кидать. Не будем. Якорь не будем, да. Не, удержит-то удержит, у меня якорь хороший, но... Блин, по течению-то хреново. Значит, берет хариус, получается. Надо еще одного хотя бы взять. Сейчас сплавимся до устья Пиджи там. Там хороший перекат. Тут, в принципе, просматривается. Хариус может на всем фарватере брать сейчас. Вот тут вот на фарватере. Прошлый нет. Прошлый мне никак раз попал на сенокос во время жора. А позапрошлый год я попал. Блин, красавцы такие. Все не меньше полкилограмма были. 500-700 грамм. Вот такие вот хорошие. Кругом ходят тучи. Остановились. Ну как остановились? Едем самосплавом, кидаем спиннинг. Вот, начало уже есть. Харюска того засолили. Поймали еще одного небольшого. И раз, два, три, четыре окушочка. На малосолочку мы уже полакомиться взяли 2 штук. Каждому по одному. Теперь попытаемся поймать щучку. Но пока клюет только окунь и боковой ветер. Долго здесь времени терять не будем. Немножко, буквально чуть-чуть. И поедем дальше. Опа, сход. Так, ну что, рыба так вроде как поклевывает.
Но напрягает то, что солнышко спряталось, кругом тучи, а мы все избушки, все палатки уже проплыли. Придется натягивать тент и ложиться сюда под тент. Не, если не поедем, не попадем. А? Не поедем, не попадем. В смысле, до палатки, что ли? Да? В палатку? Нет, за поворотом. Есть? Щука. Сачок-то не готов, да? Нет. Там он сбоку тебе. Возле тебя достань. Правой рукой одной. Глубину не дать, блесенька-то единичка. Ну, как-нибудь постарайся. Этот, разложи Давай. мне его. Ты мне главное его разложи, я его. Тяни. На месте. На месте. Поздравляю с первой щукой. Если что, щипцы там, близко. Не близко, а? Или жабры, да? Вот и щучки. Пионерус. Амнистию ему сделай. Господи благословен Брут. Будь мюджи да дашет барменем да помощи. Сказал, расти большой и приходи ко мне. Блять, детский сад. Ёлка шпи. Иди. Скажи, что все нормально. Наливают, отпускают. Наливают, отпускают. Можно, в принципе, здесь причалить, если от дождя-то в лесок спрятаться, натянуть тент, где-то под елкой посидеть. Тут елки есть, вон. Где-то тут пристань же есть, старая изба, которую спалили. Наверное, так и сделаем, да? Так, надо, походу, от греха подальше валить отсюда. Искать убежище. Рыбу. Вон, половили мы что? Щучка, раз, два. Хорюзок, раз, два, три, 4, 5. 5 или 6 окуней. И там 2 окуня и хорюзок. Начало есть. Надо куда-то валить, вон темнота. Что, куда поехали? Вниз, это понятно, да. А такое, чтобы хотя бы берег и елка была, как минимум, чтобы было куда сесть, блин. Греха подальше все-таки решили остановиться к берегу, потому что ветер идет сюда, мы пойдем ниже по течению, как раз вот эту темень, этот ливень мы поймаем. В общем, решили переждать, пока вот эта чернота уйдет с грозой. И тут, если что, лесок, вот кедр, елки. Надо накинуть тент, взять пару бутылок пенного и под малосолочку переждать это дело. Вон гроза херачит, блин. Ладно, лучше быть на берегу. Шутки плохи с этими тучами, блин. Ливень придет, маханет, мы даже тент не успеем накинуть, блин. Тентка сейчас накинем? Лучше будет, да? Да, Давай хотя бы дуги закинем. Так, друзья. Береженного Бог бережет. В общем, натянули тент. Теперь наши продукты в безопасности. Может быть, придется и нам сюда нырять под тент, полежать, поспать. Я оделся, мне тепло. Тебе тепло, плащ? Ну, не будешь одевать? Плащ, да, ты чё? Вон, если что, можно достать. Молнию открыл сверху. Да. Все. Приготовились к пережиданию вот этой тучи непогоды. 1, 2, 3. И здесь тоже вокруг тучи. Там притягивает, это проблема. В принципе, мы готовы. Не знаю, сколько мы будем прятаться. Но мокнуть тоже неохота в самом начале рыбалки.
Так. Так, Ромка вообще готов на 100%. Во, устроился Вообще красота. полностью. Теперь, говорит, можно в скоротке, и никакая утка даже не заметит, да? Ну, Говорит, теперь можно ехать хоть куда. вообще красота. Дождь уже... Так, да, второго пассажира туда, и можно ехать, плащи одеть, и все. Вообще милое дело. Только водителю. Ну да, вот водитель. Вот, А вот с здесь такими есть? А почему коленками. здесь не сделали? Вон дырки же тоже есть. Нет, ну можно сделать это, дополнительно так сделать еще. И там еще длиннее. Да, что-то специально же сделано. Можно при желании такое и накрыть полностью. Милое дело. Красота. Да, если даже сильный дождь пойдет, здесь он спрятался, здесь место в углу. Лечь, да и все, спи сколько хочешь. Выспался. Спальник бросился, да? Вот так Да. вот, да? Избушка не нужна даже, да? Спальник. Так что красота. Только мы... Ну туда вот, может быть, и хорошо, что не поехали. Если вниз по течению, вот это могло бы настичь Поворот нас. еще там как раз. Да. Так что лучше подождем. Только вот это может зацепить нас. Это да, чуть-чуть. А что-то мне кажется, вон что идет. Он уже капает. Все, одеваем плащ. Одеваем плащ и будем... Так-то все нормально, только вот колени намокнут немного. Ну ладно. Намокнут колени. Ничего страшного. Все, одеваемся. Так, ну что, друзья, выехать-то мы выехали, но походу нас ожидает дождевая веселуха. Вон, в километре от нас уже поливает. Справа тучи, слева тучи, кругом тучи. Что-то, в принципе, у нас все спрятано, в принципе. Можно ехать и под дождем, но под грозой все-таки неприятно, да, можешь андарахнуть, бля, если гроза будет. Что-то никак не дает. Ждали, только выехали опять вот. Все вокруг затянуло. Печалька. Все хорошо, но с погодой пока нам не везет. Продолжаем кидать спиннинг, блесна. Даже поклевки пару штук были, но под дождем приятного будет мало. После дождя, скорее всего, будет клевать. Роман себе гнездышко уже, гнездо глухаря построил. Ух ты! Может, еще зря мы отъехали? В лодку ляжем, если что, да? Все, походу придется переждать. Вон уже там поливает. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. До свидания, увидимся в следующем эфире. Все, давай, застегивайся. Ромка спрятался. Вот такая красота. Ливень. Вот это рыбалочка, я понимаю. Нафиг. Поехали к берегу. Может подняться резкий порыв ветра. И будет не сдобровать вообще. Ливень с ветром идет. Как-то вот так. Бывает и такая рыбалка, друзья.
Теперь главное, чтобы молния не шандарахнула, блин. Самое опасное при этой грозе, чтобы молния прямым попаданием не ударила в лодку или рядом, потому что разряд может сильно пострадать, потому что все сырые. А так, благодаря вот этому тенту, этим плащам, нам все нипочем. Роман там вообще как в печке жарится, парится. Мне тоже все равно. Так что огромное спасибо компании Максиход за продуманные вещи. Это тент, это парка. Все вот просто здорово. Дождь пройдет, я просто скину, буду сухой. Продукты все сухие, рюкзаки все сухое. Да и в лодке по большому счету будет намного меньше воды, ежели не было бы тента. Если бы не было тента, это был бы полный капец. Все бы обсырело. И рюкзаки, и продукты, и аппаратура. Это просто находка. Спасибо огромное, Максиход. Яков Николаевич, привет. Вот так вот мы проходим испытания. Изготовленные вами вещи. Ждем хорошей погоды и поедем дальше. Всем пока. Нет, рано еще. Просто рекламная пауза. Ну что, вот и прошел дождичек, пора освобождать Романа. Говорит, сварился там уже, как в печке. О, сейчас громыхнет. Рано выходишь, рано. Так, там. Дайте подышать. Все хорошо. Все отлично. Жарко, да? Душно, вообще невозможно. Вон. Поливало где-то минут 15-20, может быть чуть больше, я не знаю, я уже замучился ждать. Воды, вот. Я уже вычерпал, начал, правда, вычерпывать, было вот до сюда вот только воды. Нос кверху поднят, вот, получается, заехал вон, пол лодки заехал на берег. Хорошо, что на тот булыжник не заехала еще, блин. Что-то под ливнем не заметил. Вы представляете, если бы эта лодка была без тента, пол лодки бы воды, наверное, было. Просто Лодки, страшный ливень. Мы бы сейчас страдали. И Всё продукты бы бы было все. Так что ливень прошел. Надеюсь, это был первый и последний за эту рыбалку. Вот он, фронт идет там, поливает еще. А ветер ни хреновый был. Так я и что испугался, я же хотел ехать. Шатнуло так. Ну, и как шатнуло, сразу на береге пошел. Все. А это что, там туман или дым? Нет, попала походу гроза. Дым, да? Да. Это вот сейчас вот что шандарахнуло? Да. В одном месте, ну вот, видать, разряд молнии попал Да. прямо в кедр или куда там. Я не знаю, берет, нет, как... Видали, да? Вот она опять в дерево куда-то. Один раз шандарахнул туда, сейчас вот прямо здесь. Главное, во время ливня ударило где-то раз 5 только, и то не поблизости. Ливень прошел. Вон, смотри, опять. А, вон, да, задымело. Это по тому берегу бьет. Сначала ударило туда, Да, вон опять. по кедру. Второй раз ударило здесь. Вот я не знаю, берет, нет камера. Видно, вот идет дым, куда бьет молния. А прикинь, под той елкой сели бы, да? Сейчас как суслики бы были. Суслики-то ладно. Жареные. А сюда ведь тоже может ударить, по идее. Оно ударить может куда хочешь, блин. Да. Громоотвода нету, блин. Так что Да, мы не то что на воде, а так там что, вот все заземление. спаси нас, Боже, пожалуйста. Третий разряд, чтобы на нас не попал. Бабах! Еще 3-4-то будет рядом, раз сюда идет, вон туда. Сейчас еще где-то будет. Где-то будет еще, да, по-любому. Ну вот рядом, вот считай, вот второй, раз. вон, второй, О, вон, вот, вот. дымит, дымит, видишь, да? Лишь бы пожар. Ну такого дождя-то не должен быть пожар. Раз дымит и два дымит. Прям по берегу Еще и бьет, дождь по идет, деревьям. Вон еще дождь идет. Два разряда буквально в 350 метрах от нас. Вот так вот. Не всегда хорошо под крупными деревьями прятаться. Вообще нежелательно. Лучше промокнуть стоя, потому что крупное дерево, оно как антенна. Разряд попадает именно туда. Я пошел домой опять. Дождь начинается. Опять в гнездо?
Да, опять вторая полоса пошла, с шумом идет. Ну что, пока пережидаем, пока прячемся. Бывает и такая рыбалка. Закрывай. Все, хорошо, сейчас будем Ромку прятать. Подожди, пока дождя нет, я потом закрою. О, с шумом, все, пошел. Нет, да нет, на себя вот это. Все. Ромке хорошо. А у меня пошла вторая серия. Может, немножко хоть вырастем? Ладненько, пережидаем и вторую волну дождя, ливня. Надеюсь, все-таки это рано или поздно все-таки закончится. Вот одно дело здесь не продумано. Единственное, дождь собирается здесь и потом попадает в бардачок. И вот я стою вот и вот тряпочкой все выжимаю. Может быть, надо какое-то отверстие здесь придумать или там, но там, понимаю, ослаблять нельзя. Или здесь герметично как-то на силиконовые крышки защелкнуть, чтобы дождь не мог туда попадать и стекал сюда. Но дождь собирается и потом между лючком попадает вовнутрь. Вот, я вот, чтобы он туда не попадал, вот так вот постоянно тряпочки, получается, вычерпываю. Ну, ничего страшного. Пережидаем непогоду. Дальше, думаю, все получится. Что-то неохота такой грозой выходить на реку. Подождем. Подождем. Как-то вот так. Ну вот и проходит вторая полоса ливня. Второй грозовой фронт. Вот он. Удаляется теперь от нас. Вышло опять солнышко. Ну что, Ромка? В гнездышке своем еще ничего там не зачирикало? Нет, но скоро вылупится. Да. Вылупится. Не надо здесь вылуплений так. Там баня у тебя. Конкретная. Выходи. Нормально. Все, подыши свежим воздухом хоть. Или спишь там уже? Я? Нет, не понял. Что там? Как там туда? Замок, молнию открой. Может ты? Так. Туда, дальше не достаю я. Ой, домики хорошо, конечно, сухо, но жарковато. Зато не замерзнешь. Вот это точно. Мне бы, говорит, туда еще интернет да бабу. Можно было бы, да, скоротать время, совместить полезное с приятным. Да-да. Так, ну что, плащ пока не снимаем. Ждем, чтобы он пока высох прямо на мне. Плащ снаружи сырой, снутри все сухо. Так что как-то вот так. Ну вот и все. Переждали. Сейчас воды прибудет. После ливня позапрошлый год очень хорошо ловилась щука. Так что будем надеяться, что и на этот раз примета сработает. Прямо сейчас отталкиваемся и прямо здесь начинаем ловить щуку. Да прибудет с нами удача. Сколько можно, да? Не удать с утра уже, блин. А? Сколько можно с утра уже? Че, жарко? Да, Максиходу спасибо большое. Вообще хорошо. Все, поехали рыбачить. Дождя как будто и не было. Но поклевок что-то нет. Один мелкий окушок от Ромки зацепился и все. Буквально забросов 10 еще сделаем. Поклевок не будем. Не будем терять время. Нам еще ехать и ехать. А вот здесь вот поклевка будет. О, видишь, поклевка. Видел? Удар был. Я только остановил, блин, накинул, но промахнулся. Я же говорю, там место хорошее. Промахнулся. Блин, место обалденное. Только мне кажется, это язь был, блин, не щука. Бортанул и все. Ой, блин, трава. Блин.
Но что-то было. Что-то было, но ушло. Так, ну что, на этот раз примета, что после грозы и ливня хорошо клюет щука, не сработала. Ромка он колебалку здоровую уже поставил. Я на воблер. Вертушки до этого были всякие разные. Не то что щука, даже окунь перестал ловиться. Видать, от грозы они немножко подохерели. Че, сматываем удочки, едем дальше? Так, друзья, решили заехать на лесную речку. Зимой здесь хариус есть, по-любому он есть и летом. Не знаю, попробуем немного подняться, потом сплавиться. Или, может быть, найдем хорошую стайку, ямку какую-нибудь, перекат. В общем... Первооткрыватели. Ну, первое, не первое. Мы-то первый раз. Ну, мы-то да, мы первый раз на этой реке летом. Зимой я здесь был. Летом еще не доводилось. О, по бревну проехали, по топляку. Не, красота, конечно. Удочку, удочку, удочку. Течение очень сильное, вода мелкая. На казанке здесь нереально, да? Потому что местами топляки, считай, приходится просто мы по бревнам едем, получается, и все. Мелкий галечник местами, местами коряжник, трава. Не знаю, поднимемся до куда. О, сейчас идем просто по дну. Красота. Мотор получается выше лыжи, за счет этого и двигаемся. Вот топляк идет, вот бревно. Сейчас мы по бревну поедем, днищем, наверное, тоже. Пару завалов проехали. Ну так, относительно завалов. Если конкретный завал, конечно же, тут проехать не сможешь, перетащить тоже, это не резиновая лодка. Но где-то километра 2 уже поднялись по реке. Посмотрим, сколько получится у нас подняться, потом попробуем сплавиться. Удочку. Как говорится, открываем новые горизонты. В жизни надо все попробовать. Также летнюю рыбалку на лесной речке. Там, где раньше мы никогда не были. 50 лет прожил, на этой реке еще летом не был. Стоит попробовать. Я так думаю, что-нибудь да получится. Течение до того сильное, что лодка на малом ходу даже не может подняться. Надо прибавлять. О, камни, перекатик. Танк НКМ, да? Вот в таких почках вообще хорошо. На обратном надо будет это якорь кинуть, потихоньку досплавляться, да, перед этим только аккуратно, чтобы не пугать. Ой, тут вот типа ямки. Ладно, посмотрим. Поднимемся, докуда сможем, поднимемся. Потом будем потихонечку сплавляться. Потихонечку не знаю, с таким течением, как это у нас будет выглядеть. Потихонечку. Куда едем, зачем едем, почему едем. Вот тут ямка типа. Ладно. Попробуем. Так. Еще одна преграда, завальчик. Опа. Опа. По бревну едем. Толкайся от берега. Тише.
Это что, лодка по берегам ездит, что ли? Ну да, на другой реке бы, на другой лодке бы навряд ли у нас получилось даже заехать на эту речку, блин. Мы бы даже и не пытались. Куда едем? Зачем едем? Познавать новые мира. Как Максихот говорит, выбирай любое направление, да? Так, небольшая ямка, говорю, небольшая. Пока едем. Мне кажется, мы до самого начала можем. А? На этой лодке, походу, до самого начала можем. Не, до первого завала. Весело. Весело. Как по этим порогам спускаться нам, блин, только? Точно придется стравляться потихонечку. Якорь спустить, да? Опа, опа. Речка быстрая, каменистая. Ну, перекатик неплохой тут тоже. Все уже и уже. Так, ну что, решили пока дальше не ехать. Попробуем сплавиться обратно, потому что поднялись уже довольно высоко. Есть, нет вообще смысла подниматься. Потом, как еще сплавляться будем, я не знаю. Вперед лыжи-то, блин. Что да как. Наверное, одному придется шестом рулить, крутить, блин, еще. Посмотрим, будем пробовать. Что получится, не знаю. Поехали. Мне кажется, один будет рыбачить, а один, наверное, только веслом, блин. Сейчас нас развернет и все. Что-то мне страшно, блин. А? Что-то мне страшновато, говорю, блин. Думаешь, тут кольца? Ну, хрен его знает. Ладно, попробуем. Смотри, тут тоже береза, вон сверху. Идеально было бы, конечно, вперед мордой, блин, сплавляться, чтобы не лыжей. Ну да. А сейчас мы, наверное, упремся, берег нас развернет. Ну да. Ну да. Лишь бы не перевернуло с таким течением. Ну да. Да ну. Ну да, да ну. Скорость. Ну, то, что здесь рыбка есть маленькая, это точно. Да. Блин, что-то скорость только с таким течением, блин. Неприятно, конечно. Якорь надо было на этом, да, на веревке так, чтобы слегонца так притормаживал. Сейчас развернет. Упремся в берег. Может, бомбарду им достать? На мушку. Ты на блесну, я на мушку, давай. Давай. Вот сейчас посмотрим, как она будет разворачиваться. Держись. Так. Первый разворот прошел нормально. Вот тот перекатик мне понравился, конечно. Едем дальше. Вот плохо, что якорь далеко, да? Кинуть, чтобы резко. До якоря далеко, да, у нас? Или вообще далеко? Далеко-далеко. Ловим бомбарду. Так, зацеп. Сколько ты, блядь, с дерева я доставал? Удочку, удочку. Так, ладно, пока, друзья, сплавляемся. Не знаю, что у нас получится. О, О, первый. Я подержусь тогда, да, здесь? Этого берем на малосолку. а здесь, походу, крупнее нету. А? Походу, крупнее нету. Может, река такая, с таким хариусом. Зимой-то точно здесь крупного нету, блин. Одна мелочевка. Что мне не понравилось, я даже здесь долго не рыбачил.
А, запах какой. А запах какой. Ладно, подержу пока, да? Давай. Сразу взял. Сразу взял. Ну, молодец. Ладно. Вот еще один. Да? Получше, да? Да. О, уже получше. Это вообще нормальный. Ну, вот таких вот уже можно ловить. Вообще, да? Что, не зря поднимали, что ли, получается? НЦКД. НЦКД. Подожди, там еще, походу, есть. Не-не-не, я сижу на ветке, я держу. Поворотик-то хороший. О, вот это да. Так, у меня это... Или что, только мешаться тебе буду? Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. А кушать перехотел. А? А кушать перехотел. Да? Да. Он сказал, вот таких, ты чё? Ну, на понтон, да? Да, да, да. Всех гребет. Ага. Харю, щука, окунь. Ну, сколько? Километров 5 поднялись, 2 штучки-то можно? Не, ну, мы сплавились 50 метров. Первый поворот. А, ну, я говорю, еще. Давай, чуть-чуть сплавимся, чуть-чуть. Подожди, А, у тебя этот, бомбарда там. поднять надо, ну. Ну что, начало есть? В этой луже рыба есть. А, вижу, ну. Вон 4 штуки, да. Вышли перекаты. На это не хотят вообще. Твой блеснул? Ну, тык. Так, стой. Остановись. Хочу, чтоб стоял. Остановись. Оп. Ну, давай. Что, гнался? Да. Так, Не успеваю. поставлю-ка тоже медную тяжелую. Блин, боюсь шевельнуться, сейчас меня несет, наверное. Не шевелись. Блин, немножко жутковато с таким течением, конечно. Удочку сейчас, если будешь бежать, сразу поймаешь. А, на червя. Так, попробую вот эту желтенькую. Мне, конечно, это все нравится, Но вот они вот с этой ямы поднялись. но немножко страшновато. Что тебе нравится? Я говорю, мне, конечно, это все безумно нравится, но немножко страшновато. Ну вот вроде бы что-то и получается, вон. Красота. Не крупный, но средний хорезок. Нормально. Блин, сейчас. Ничего себе, щука. Вот этот нормально вообще, да? Так, подержаться надо, подержаться. Вот тут, наверное, за деревом будет. Так, ладно, полови, пока я подержусь. Надо под жопу бы это. Ветку, блин. Сережка, ой-ой-ой, нет. Нет. Вот я говорю, подержусь, наверное, да? Кинешь пару раз, дальше поедем. Ой-ой. Чего? Мелкий? Ёршик. О, дельфин. Я бы дельфин. Ой, хорошо, хоть не сильно попался. Быдми. Хотя с Новым годом. Сейчас так называется. Да. Снимаем елочные игрушки. Там дорогая елочная игрушка. Блестючая. Птичек не берут. Так. Блин, сейчас всю стайку расшугаем. Сейчас.
Сейчас я палкой наклоню. А, нет, и нижнюю, наверное, туда. Держусь. Так этого надо было. Верхнюю только. Аккуратнее спиннинг не сломай. Да сломай ты эту ветку полностью, блин. Так она сломай, она... Полностью толстую, большую. Ну, чтоб знала в следующий раз. Не, он пристал. Запутала все уже. Если сейчас лодку развернет, будет весело. Он чего? Да заглохни ты. Все, поплыли. Куда поплыли? Давай распутывай. Вторая елочная игрушка. Ай, спасена. Подожди, еще запутано все. Ну что, не на дерево, это точно. Блин, сейчас сломаю палку. Сейчас сломаю палку. Сейчас сломаю палочку свою. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на. Вот здесь какой прямой плес, ты говоришь, поплыли, блин. Я здесь хочу покидать. Надо вот прижаться к этому берегу. Вот так вот. И вдоль травы, они по-любому в траве, наверное, там торчат, блин. На Печоре, наверное, клопы долбят, блин. А здесь они в холодной воде, им хорошо. Молодец, считай. Хоть бы на течение кинул, чтобы плыло. Сами же будем ловить ее. Как-то вот так. Что, здесь тогда держимся, да? Я говорю, тут должна быть. О! Красивенький. Только мне тут рыбачить никак, нахуй. Надо чуть-чуть проехать. Вкус мешает, блин. Киласа может дельфин. Вот так вот. О, все. Сидя. Вышел из-под коряшки. Так, как у него только кидать? Вышел ежик из тумана, да? Здесь коряк внизу сильно не такие близко. Оп. Бля, в лесу не клюет ни хрена. Почему? Не знаю. Если только рябчика не поймаю. Так, ну что, в принципе, все получается. Не так страшен черт, как его малюют. Ой, опять борода. Вот только борода мешает. Так, ладно. Чем ближе к устью, тем меньше рыбы. Почему-то. Почему-то. Так что попробовали. На жареху вон поймали. Это раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, наверное, штучек. На малосолку, вернее. Это все пойдет на малосолочку. Малосолочка очень вкусная. И, пожалуй, поедем на речку. Пора уже обедать. Здесь обедать с комарами что-то неинтересно. В этом году кормить, походу, не будут. Будут. Только мне надо сейчас вот это барбор. Столовую открыли уже, да? Да, с двух. Два есть? Два, конечно, уже все 4, наверное. Да. Ну ладно, сейчас понятно. Так, где мы? Так, рулевой обоза. У меня борода опять. Ладно. На реке уже сделаем все полным. Блин, на моторке тут как так. Что, влезем? Нет, смотри куда. Нет. Слева. Слева. Поздняк. Еще и кидает, блин. Так, все, сейчас будет бум. Бум, бам, ба, бам, бам. Я так думаю, должны, наверное, проехать-то через топляк-то. Не проедешь.
Проеду. Проеду. Ну, спасибо речке на этом. Поехали на другую. Поехали на большую речку. Теперь только выпусти нас, пожалуйста, обратно. Я же говорю, не проедем. Че, выйти хочешь? Нет, Опа, можно и по завалам, оказывается, ездить на Уралочке. Ладно, спасибо речке и на этом. В общем, поедем ходом на моторе, потому что не знаю, когда мы еще таким макаром доедем до реки большой. Заодно и посмотрим, как возможно ли проехать. Ух ты, какая ямка хорошая на моторке. Ну, аккуратно, Ром. Сейчас убери. Сейчас скорость большая будет, надо аккуратнее. По течению, да, на моторке. Убедились, что рыба здесь есть, рыба ловится. Если целенаправленно, как Рома говорит, убить время, пару дней. Держись. Что там? Топляк? Да. А я-то что, тут мотора же нету. Держаться. Если был бы мотор, бы он сапогом ударился, а тут без мотора, ты что держаться? Главное сейчас на мель не налететь. Остальное все по барабану. Нормально, можно и по течению плыть. Несмотря на свою длину, она достаточно маневренна. Но сплавляться надо аккуратно. Поехали на речку. На Большую Печору поехали. Столовая сейчас закроется. Да, кормить не будут. Моя приятная, да, Роман? Конечно. Покажи вошек, какие они, вошки вон. Вон, какие вошки. Клопы. Жрут рыбу. Кусают. И вот они потом идут в лесные реки. Гасятся от них. А смотри, прилипают как, блин. Угу. Они терутся об камни. Об камни, об траву, пофиг. Да, чтоб скинуть. Сейчас почистим рыбу, подсолим и будем кушать. Наверное, да? Кряковые. Кряку тачил для балай. Томкали мы и крякайтаны. Мелкие утята здесь где-то, в траве. Вон, курю пошли. Утки-то вон. Двое. Что, приехали? Или еще едем? Против течения тяжело видать тоже, да, смотри. Это матушка, да? Она делает вид, что раненая. Типа подраненная, но... А мелкий вон слева сейчас вынырнет, наверное. Тоже надолго ныряют. О, улетела мать. Не, она делает вид, что летать не может. Ну. Что только не делаешь ради детей, да? Шибрал блесната начинкая, да? Все, полетела. Я сейчас щуку поймаю. А, здесь харю запоймаю. О! Удар. Не знаю, кто это был.
А мы сейчас и ченши бык мадыш. Права, да? Итак, друзья, мы опять на новых местах. Новая речка, новые места. И вот новые поклевки. Уже 2 хариуса. Средних размеров, довольно-таки ничешные. Абсолютно новые места. Река мелкая, каменистая, с перекатами. Вот с такими вот заводюшками. Опа, смотри, окуни, окуни, окуни. Это окуни и были, наверное, тот раз. Поехали, поехали. Получается, хариус здесь есть, окунь есть. По-любому есть и щука, наверное. Да. Речка быстрая, каменистая. Новые места изведывать так все, да? Ну, прикольно, да. О, Окушок, да? Ага. Все, кряку опять сюда насела. Отвлекать. Думаю, что-то не улетают, блин. Ладно, поехали. Вот. В принципе, так же, как и на Печоре, смотри. Сразу перекат, затишье, спад и все. Главное, мотор работает. Стоим на месте, блин. Поехали. Блин, солнце лупит, еще ни хрена не видно. Ты тем более ничего не знаешь. Едем туда, сами не знаем куда. Найдем то, сами не знаем что. Едем-то знаем зачем, за рыбой. На рыбалку. Вообще капец. И чё? Где ехать? Где ехать? А вот это большой вопрос. Бомбарда се покасулалам шубутла. Приехали, кажись. Вот такой порог. Ой, не знаю, как ехать. Но пару раз я заброшу. В надежде на хариуса. Рома тащит. Щука. Щука, да. Без поводка ведь. Леска? Так тащи. Вот и щучку нашли. Окунь есть, хариус есть, щука есть. Хорошо, И что разведывали. разведка доложила. Рыба всякая. Только как-то надо дальше проехать. Лишь бы не повернул лодку только боком, блин. Глубину вообще. Течение сильнее, чем мотор едет, блин. А перекатывались, не речка как есть. А попробую в струе заехать. Вот куда русло бьет. Тихо, 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 тихо. Вот тут стоит он по-любому, хариус. Хариус здесь стоит, вот здесь.
натуральные пороги, блин. Это не пороги еще. Пороги вот так видите. Ну. Я тебе говорю, на резинке ездят. Так, ну вроде проехали. Ладно, я еду. Ты что не кидаешь спиннинг, блин? Блин. В мире животных. Бульк. Дура, да нет бы сразу нырнуть, блин. Давно бы уже успели. Тоже с берега ловили, что ли? А тут только с берега и ловить. Несет, да. Ни хрена себе, вообще руль не слушается, блин. Приехали. Нормально. Что, пробачим? А где здесь ехать? Там, наверное, надо попробовать, да? Вот так ехать. А? По центру надо было ехать. Ну, надо было, я что-то думал, здесь возле берега поглубже. Кинь, пока уже встали, блесна-то. Я же говорю, шиблал. Он, наверное, прокатился, так быстро никогда не катался. Жадно берет, да? Вообще. Выпрыгивает аж. На блесну даже. Вон сверху переката там тоже всплески. О, еще один. Окунь. Окунь. Всяко разная рыба, блин.